Казалось бы, глобализация, искусственный интеллект появился, интернет уже давно, тут мы без него жить не можем. Но этот кризис идентичности, он не только же у нас, он у многих сейчас. Поэтому, например, когда ты говоришь студентам Нарстский эпос читать, многим это кажется архаикой и так далее, но посмотрите на евреев, которые, ортодоксальная часть, которая хранит эти обряды, которые даже, может, со стороны не всегда адекватны современности, или там в азиатские страны, где монархи одевают свою одежду, это для них нормально считается. В России сейчас у них поиск тоже идентичности. Да, конечно. Потому что для них был 70 лет советской власти, это было тоже продолжение империи, тоже российской, но она чуть другая была. И сейчас опять эта проблема возникла. В Европе то же самое происходит. Везде сейчас это. Вот это вопрос все-таки. Давайте про японцев, китайцев. Адаптировать, да, те же китайцы адаптируют, они тем же пользуются всеми благами научно-технического прогресса, но сохраняют вот это ядро. Что там произошло? Вот я сейчас японцев почему вспомнила. Вот в 80-е годы они первые использовали термин «глокализация». Мы знаем глобализация, урбанизация, унификация, когда все прямо один мир, один шарик, одна там. Они сказали, нет, есть глобализация, а есть локальные культуры. И вдруг глобалисты поняли, что без глобализации, без локальных культур даже в экономике не получится вот этого развития. Даже тому туристу не надо никуда ехать, если везде все одинаково. Да. То есть идет и сепаратизм, и интерес к древним, и даже к возрождению диалектов, не просто языков, каких-то забытых диалектов. То есть мир не так просто оказался. Нам все время, то есть все это уже было, да, как древние философы, все было. И глобализация была, что вот эти мегаполисы огромные, да, сейчас там уже, не знаю, скоро, наверное, миллиардный тоже будет. Но все равно, а что такое было Вавилон? А что такое Диоскурия, где было 80 переводчиков? Или там, не знаю, что такое там, египетская, как Александрия? Это же фактически, как нынешний Лондон, например, Лос-Анджелес, да, это города, где... Ты не знаешь, где ты находишься. То есть люди со всего мира там. Да, монокультурность. Все это было. И это тоже было. Мы умели просто из этого выходить. А почему кризис? Я просто пример один приведу. Вот роль языка. Очень много мы говорим о языке, языковой политике. У нас фонд есть. Посмотрите, во все времена, если мы были таким местом, где все тут проезжали, проходили, таким проходной двор, мягко говоря, да, извините, если чуть... Перекресток цивилизации, перекресток движения, мы всегда знали несколько языков. Обязательно самый крайний, там может быть дикий пастух, который там немножко никогда из дома не выходил, даже на сельское собрание, может, не приходил, может, он не знал. А так, второй язык, это само собой. Знание нескольких языков. Наши дедушки знали 3-4 языка. Мой дед, да. Они между собой секретничали на турецком, по-русски читали, даже армянский быстренько выучили после 15-го года, когда армяне... Они сразу начинали, они сразу учили языки. То есть мы всегда знали языки. Мы могли ездить, путешествовать, не знаю куда, но никогда не стоял вопрос об отказе от собственного языка. Вот только в это поколение нынешнее, сегодня, наши дети, наши сегодняшние, мы впервые, почему кризис идентичности? Мы впервые отказались от языка. Отказываемся. Кроме глобализации, это еще урбанизация серьезная произошла. Да. Это что же мы не проанализировали? Деревни опустели? Надо еще сказать, что абхазская культура, фактически, если даже сравнивать с армянской, да, мы не городская культура. Мы в город приходили, уходили. Да, нет, не только. Это даже не экологично. В городе болячки. Вы представьте себе, даже Сухум 1920 года вы много читали. Но это просто люди приезжали, сразу все заболевали массово малярией и так далее. И места болотистые. Посмотрите, где князья в Абхазии живут в городе Сухум. Только на горе, где ветры, где с моря, чтобы эти были сквозняки. Вообще Абхазия же субтропическая. Даже в селах. Почему они обязательно летом старались уходить на альпийские луга? Там сухой климат, да, проблемы с легкими. У нас дети с детства начинали болячки легкие, то есть болезни легких и там бронхов. Там даже кто-то, я не помню уже где, я читал или кто-то рассказывал, может даже это в разговоре с тобой было, когда девушка замуж старалась выходить долинная за долинного, а не за гор, потому что если ты в одном климате жил
микроклимате всю жизнь, Но- потом менять его, это может Но быть... старались летом обязательно менять, просто укреплять. Даже Да. создавать семьи старались вот бы... Ну, там и традиции тоже немножко другие. Горцы, они всегда, даже в селе есть отжавя, они более кажутся грубоватыми, более рисковатыми, Суровые, более суровыми. Поэтому и фактически мы были горцы. У нас села, у нас сегодня таких сел нет. У нас 70% сел, это все были на уровне 500 метров. Высокогорные, в ущельях. Они половину жизни то проводили в горах, еще выше. Вот то, что вы сказали по поводу деревенской, это другая жизнь, это другая философия. И мы теряем, не просто сегодня теряем там село, там сельское хозяйство и так далее, продуктовая безопасность. Мы теряем традиции. Каждое место имеет собственную историю, древнюю. Я знаю, что тут мой прадед, там, не знаю, посадил этот дуб, или молились вот в этом месте. Эта речка, тут было сражение, тут это... То есть вот эта укорененность. Массово дома не продают пока, слава богу, в деревнях. Значит, есть вот это какой-то, это такой запасная гавань всегда все-таки в голове, сможет вернуться туда. Кто-то с возрастом, многие стали возвращаться, кстати, жить в деревню. Но это нормально, если есть и дорога, если есть свет, и интернет, все есть. Лучше 5-15 минут Да, с нашими жить расстояниями любая деревня – это час езды. А на самом деле субруб, самое удобное же, мир сейчас понимает какую вещь. То есть самое лучшее иметь субрубы, иметь вот эти дом не очень далеко от города, но, по крайней мере, хорошей дорогой, где у тебя есть свет такой, от речки свет, там свой, там от газа, от чего-то еще. У тебя есть вода такая колодезная с трубы и так далее, и так далее. То есть где ты совершенно независимый, ты автономный, это самое лучшее. То есть жить в городе, это в центре города живут, в нормальных больших городах, в центре города живут самые бедные люди. Муниципальное жилье у бедных людей. Это что-то у нас пока перепутано. Но по поводу деревни, если мы ее не сохраним, это должна быть государственная политика. Это не просто, это и сохранение идентичности тоже. Потому что фамилия Барциц живет там, Анхаба, Ахаб, у них есть свое фамильное моление. Вот эта взаимосвязь, социум, вся культура, вся этика, вся система, она вся, вот эта живая этика, она живет там. Соседская взаимопомощь, не знаю, ритуалы. У нас есть Ацунухера, потом есть Хазамдырку, потом есть такое, потом есть фамильная поддержка, соседская поддержка. Вот весь наш мир рушится, если... А мы все переехали в ночлежку, в новый район, многоэтажку. Многоэтажка села одно село. Ну и, кстати говоря, и перенести вот этот свой кодекс, допустим, не всегда получается в город. Поэтому есть все-таки эта проблема тоже в городе, когда нельзя не заметить, что французы Кавказа, которыми там нас когда-то называли, не очень подходят под сегодняшнюю ситуацию, особенно это вот в городе видно. Почему, приезжая в город, переселяясь в город, ты какая-то вот себя, эти обязательства тоже какие-то скидываешь. Вот получилось так, потому что он был чужой полно город. сейчас молодежь может там матом ругаться вообще, несмотря, может ли это кто-то... Вообще зачем ругаться, но если уж ругнулся, хотя бы, чтобы это не попало в уши старшему, как говорится. Но сейчас этого нет. Как паркуется, как разговаривает, как ведут себя. Я иногда в ужасе от этого всего. Может быть, еще пространственные вещи. Просто представь себе какой-то дворец королевский, да, то есть там другое пространство, другое расстояние, другая дистанция даже, как мы здороваемся, как мы в селе здороваемся, да, а тут вот в такой тесноте. Вот, что делать? вот соблюдай в этой хрущевке, например, у нас есть институт избегания, невестка, свекор, не разговариваешь, чтобы она голос. То есть просто там нет этого пространства. Это проблема еще пространства тоже. Ну, многие вещи, может быть, мы все-таки не считали, мы считаем, что мы пришли в чужое, вот в смысле, не в мое пространство. То есть в городе теснота. Кстати, где теснота, там всегда агрессии больше. Да, наверное. Посмотрите на лица людей, которые едут в метро или в машине, где вот так вот тесно, у всех злые, отвернутые, не хотят общаться. Но там тоже кризис личной идентичности, то есть ее надо сохранить от любой агрессии, поэтому такие все коконы едут, это есть такое. Поэтому и у нас такое пришло, и то есть там соседское, которое я помню, соседство деревенское и сейчас городское, оно очень сильно отличается. Все равно, конечно, не дотягивает. Есть расслоение. А это уже другое. Давайте, это другая тема. Давайте мы будем говорить о современных проблемах и скажем, откуда это пришло. Давайте. Потому что в городе тоже мы, спасибо, кстати, вот этому институту соседскому, вот этой внутренней солидарности,
Благодаря ей мы в городе, мы не ждем, когда муниципалитет купит гроб, там, да, еще что-то. Быстро собрались соседи. Иногда нам тяжело в скорую позвонить, потому что у нас денег нет, у нас платных, чтобы мы не говорили, медицина платная. Ждем, денег нету, не зовем скорую. Но как только соседи потащили нас в больницу, тут же все появляются родственники, друзья, соседи. То есть эти традиции хорошие у нас сохранились. В этом была наша сила. Нас не было много никогда, да, миллионами много, но у нас был коллективизм. Вот просто если перечислять традиционные, благодаря чему идентичность сохранилась, это коллективизм, традиционализм. Коллективизм, он имеет там свои законы. Это Солдатов, по-моему, написал очень хорошо 2 стратегии, допустим, у кавказцев, абхазов. Внутренняя стратегия всегда мир и согласие. Если однофамильцы вообще не смей, не дай бог, тут же помирить всех. Внешняя стратегия принять вызов. На тебя подняли руку, на тебя пошли, ты не задумываешься. Война началась, не стали думать, будем сопротивляться грузинам или нет. Но, то есть вот нет, даже в внутри политических солидарность. кризисах мы как-то из них выруливали всегда. Ну, потому что установка на согласие, на мир, вот об этом все, ну, потому что вот то, о чем мы с вами сказали, вот на телевидении или вообще, мы не разговариваем. У нас всегда, что такое демократические институты все сохранились, народные сходы, собрания. Зачем надо было собраться? Люди, которые собрались на Аллахнашта, они решали какой-то вопрос, там, быть или не быть этому, допустим, какому-то договору, не знаю, апартаментам, неважно, какой вопрос языка, там, и что-то, допустим, собрались. Они думают по-разному, выступают разные люди, с уважением, все слушают друг друга, в конце концов приходят к одному. Если ты был на собрании, ты оттуда должен был уйти, придя к одному решению, и ты это должен был воплощать и исполнять в жизни. Консенсусность была во всем. Консенсус, референдум, это был фактически институт на собрании, сход, само слово Ажла Рейзера, оно все равно работает. Политических наших этих. Да, это не всенародный референдум, не всенародный сход, но все равно прислушиваются. Но другая проблема, что на самом деле уже мир признает, юристы уже говорят о том, что демократия финская, вот в абхазская демократия это фактически вот того периода. Я не называю ее афинской или подобной, или может отсюда туда, что сюда, ну, в научном из мифологии. Так, условно да, говоря. вот, допустим, наша демократия называется военная демократия, да, вот науки так ее называют, этнограф. Так вот та древняя, еще та античная, со времен античности, вот наша демократия, они говорят о том, что вот интерес к афинской демократии во все времена и сегодня еще больше. И любой афинский вот того времени юрист, он бы сказал, что это олигархат. Это не я говорю, это говорит английский юрист. То, что мы имеем сегодня, вот эта представительская англосаксонская демократия, это олигархат. Представительская демократия – это что такое? Кто баллотируется? В последнее время мы же знаем… имеет возможности. Какие возможности? У него ресурсы. Финансовые, Кто ему дал? Да. За что дал? И что он там будет? Как он будет руку поднимать? Я уже не говорю о республике. 3 ветви власти. Мы сказали, у нас республика, а они друг друга контролируют. Как это противовес? Да. Баланс есть? Да. Судебная власть у нас давно, извиняюсь, пусть Рапатусхайку 5-й раз говорю, всегда говорю, давно сгнившая со времен еще Российской империи, когда пришла другая судебная система и со времен СССР, и коррумпированная, и она вообще независимая, или она может кого-то там… Мы, Конституционный суд, сколько вопросов, сколько у нас было противостояний, и что мы решили в Конституционном суде? Хоть один вопрос они рассмотрели, и, оказывается, мы не умеем им писать бумаги, не обижаются, там есть среди них уважаемые люди, опытные. Ну, то есть, они делают то, что и все государство в этом состоянии. Вот то, что и браги. Поэтому вот это демократические институты, я вот говорила, что наша культура воинская, да, у нас воинские ценности, я обязана защищать свою жизнь, свою честь, каждый из нас, и еще более у нас институт кровной мести, еще надо за того, и за семью, и за сестру, и за детей. Но мы не погибли, потому что у нас были вот эти институты мира. Вот демократические дела, вот это и есть институт мира, что очень часто у нас перевороты фактически происходят, но мы, Тамара Чакрул крови, это, конечно, это на всю жизнь у нас пятно, но вот все-таки до гражданской войны, что не доходим, это все благодаря вот этой древнейшей демократическим вот этим институтам. Очень плохо, что мы сейчас не разговариваем. Сейчас ощущение, что у нас как будто враги нас разъединяют, разделяя власть, да, внутри рассорить всех, друг с другом не говорим, все организации пополам. И мы хахшу и лахцадзум.
Абхазы говорят, да нет человека, который все знает. Мы все время искали истину, правду. У нас, я говорила как-то... Ну, культура дискуссий, спора, она, конечно, ушла. И заодно ушла и сама культура, потому что раньше должна была сказать, конечно, Ибрагим, ты прав, конечно. Я не знаю, сколько ты знаешь, но вот... То есть вот так они спорили, и при этом цитировали тебя. То есть это целое ораторское искусство. Ну, ритуальность мы какую-то сохранили, но ее так извратили, что суть потерялась за ней. Вот я имею в виду наши свадьбы, наши там... это, да, другое. То есть вот за что мы не говорим, и сейчас, я понимаю, галопом по Европам сейчас идем, слишком много проблем, много тем, и очень интересные они с этой точки зрения, но опять же все потому, что мы не проговорили. Это же колоссальный материал, да, для анализа, для ученых, для общественных деятелей, для политических партий, просто для идеологии, которая вот для каждого из нас была. Для детей, для юношей, это у всех. Но об этом надо заниматься. Мы же все занимаемся чем-то другим. Давайте по-другому тогда скажем. То есть мы говорим о кризисе идентичности, да? Что там надо? Первое, кризис, потому что я не знаю, кто такой, кто я, да, как меня, кто я есть, мой язык, мою историю. Хочу знать, мою хотя бы. историю, мое прошлое и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, я не знаю, недостаточно просто знания. Нам надо еще подняться на уровень понимания. Вот когда я понимаю, я знаю и понимаю, вот тогда я понимаю себя, тогда нет проблемы. А мы сейчас им не дали, вот просто это я вижу в университете, вот благодаря вот этим встречам со студентами, мы не дали знания, а нам надо еще им дать не просто знания, а понимание. Если вот сейчас мы говорили про ритуалы, да, допустим, там, это же тоже коллективизм, свадьба коллективная, вот эти праздники, ритуалы, они же тоже, это тоже коды, это тоже идентичность, очень важно для идентичности. Свои, да, и тот же Ацунуха, и тот же, не знаю, Жирнуха, и тот же вот этот, как мы проводим, моя религия, да, там, конечно, влияние религии. Если мы не дали им знания, стержня смысла и понимания, тогда ты можешь импровизировать, что-то добавлять, убавлять. А от того, что мы вообще ничего не поняли, мы превратили свадьбу. У нас просто вот знание языка, как язык работает. Свадьба называется ачара гурхера по-абхазски. Ачара на самом деле от слова ачара кушать, а гурхера радость. Там это совместная радостная трапеза. Радость вообще отпала, осталась исключительно ачара, при этом любой ритуал имеет свое меню. Абхазское свадебное меню очень простое. Там нужны вот эти быки ритуальные, которые режутся, да, мука, это у всех есть. Дядя принес вино, а этот принес что-то, быстренько, каждый ты можешь без проблем сыграть свадьбу. Там очень простое меню. Но мы извратили, как будто это псхорачист. Почему только на поминках делали все виды блюд? А сейчас вы помните, Владислав все время, перестаньте блинчики жарить туда, сейчас корейская, сейчас суши, оно суси, да, называется. Все кухни мира мы хотим туда засунуть, и все это выбрасывается. Это какие-то комплексы, мне кажется. Нет, это мы же еще никогда не были такими изолятами. Мы всегда влияют очень хорошо. Вот с южной части, что очень хорошо повлияли, в этом видно. То, что Руши Бисмир все время говорил, агрцирихиамгова. То есть, когда мы перешли вот в это, у нас фигуры изменились. Вот я с себя начну. Вы посмотрите, черкеску. Это же проблема, ребята. Да. Это проблема здоровья, проблема демографии. То есть, это проблема не здоровья. Посмотрите, миллионеры не бывают такие. Да. Я раньше удивлялась, почему-то в этих анклавах, где-то в Австралии, там каких-то аборигенов их приносят им еду, они прямо, как это, индейские вот эти, как называется, резервации, да, резервации в Австралии. И коллега нам показывает фильм, говорит, почему-то все полные. Фастфуд приносят, значит. Потому что, да, это от нездоровья. Сейчас я ушла чуть-чуть в другую тему, это вот прервем. И вот по поводу кода языка еще одну вещь хочу сказать. Просто еще один ачара гурхера, да, что мы превращаем в свою противоположность. Похороны нельзя было, там наоборот не надо было кушать, кстати. И джабонава. И соседи не ели, соседи телевизор не ели, тоже вместе с ним, потому что смерть пришла в этот район. Вот как работает язык-код. Мы можем даже с абхазского переводить с русского. Не просто там, мы можем говорить вроде бы на абхазском.
но мы уже переводим со второго языка. Структура, да. Это ничего да. не страшно. Я только что говорила, что многоязычие было, и двуязычие было, и были времена и двуязычия всегда. Поэтому вы возьмите любой язык, и абхазский язык возьмите, найдете там арабизмы, эти, много, все, да. что хотите. И наши слова где-то в других местах встречаются. Очень удивительно тоже, если их тоже проследить. Так вот, просто пример привожу, как меняется сознание вместе с языком. Человек разговаривает новоизбранный, там, допустим, какой-то там высокоминистр, там, не знаю, назначенный депутат или... Он говорит, мы пришли по-абхазски, хабыры это старшие, которые впереди. Они могут быть возрастные, они по социальному статусу, те, кому мы дали статус старших. А как мы называется по-русски власть? Власть это владеть. Правильно по-русски получается? Теперь он переводит на абхазский язык. У нас обычно силовые структуры, силовые тоже переводятся с русского. На абхазский получается амчера, да, мчила. Значит, ты получается харейхейт амчера чхайнихейт амчера с газ. Мы взяли... Ты взял власть. Вы представляете себе сейчас любого абхазского анхавю, анхавю это не обязательно крестьянин, который это анхавю даст, гражданин, средний класс. Для него ты власть, ты надо мной, ты амчера, ты сила. Вообще, посмотрите, у нас, и мне все время интересно, у нас внутренние войска, по-моему, их больше, чем которые должны... А внутренние против кого вообще? То есть силовые структуры, то есть смочило меня плеткой, да? То есть уже видите, как код меняется. А раньше, чтобы обратиться посмотрите на собраниях этих партийных, тоже вообще не вписывается в абхазскую культуру, в абхазскую логику. Я только что говорила, мы должны были к одному приходить, а тут мы разделяемся еще на много партий. Это другая тема, я бы с удовольствием пришла бы, когда вот эти партийные деятели, они считают, что это для того, чтобы захватить, стратегия для захвата кресла властного, так получается. А там было другое служение народу. Ему доверили служить народу, это было высшее счастье. Вообще вот этот народ, слово, и слово Яшара в нашу культуру все время у нас второй тост про народ, хотя все забыли. На свадьбах пьют не за молодоженов, а за умерших, погибших, за кого хотите. То есть все сидя, все перепутали. Зато на похоронах будем стоя пить. За соседа, за своего. Ну хорошо, мясо еще не едим на похоронах. Ну, тоже под вопросом. Тоже есть регионы, где иногда делают такое тоже. То есть язык это тоже код, это очень важно, это вопрос идентичности, вопрос, ну, не знаю, раз наша традиционно, мы традиционалисты, мы так быстро не бросали ничего. Вот это нам помогало, это как корни очень глубокие. В чем сила дуба? Вот огромный дуб, как его ветром не сносит, потому что у него корневая система очень далеко вглубь. Обруби одно, обруби религию, обруби это, обруби язык, обруби от любого ветра. Все свалится, все погибнет. То есть сила и в памяти, и в истории. Но мы преподаем им историю культуры Абхазии. Слава Богу, я говорила недавно с министром образования, вообще слышим ее выступления. Они говорят о том, что надо вот там и про культуру. Посмотрите, просто учебник, откройте историю. Вы сколько страниц там про культуру Абхазии? У нас книга есть, история культуры Абхазии. Вообще роль интеллигенции, мы об этом часто в нашем проекте говорим. Интеллигенция, даже вот был Отгур Дзаля, он тоже говорил такую мысль, говорит, что если была бы интеллигенция в 19 веке, может быть, и вот такой степени махаджирства не случилось бы. Или не уничтожили интеллигенцию в 30-х годах, может, многих проблем последующих лет не случилось бы у нас. А сейчас у нас вот интеллигенцию, я помню выборы вот послевоенные, она еще, это был один из главных факторов, на который ориентировался народ, на писателей, на актеров, там, на режиссеров, которые могли сказать свое отношение к конкретному контексту. Сейчас это низвели до таких платных ораторов и тем самым уничтожили вообще как фактор. Но это тоже тема, кстати, отдельная, наверное, конференции. Да, про интеллигенцию. Давайте что, вот, когда мы говорим интеллигенция, мы предполагаем, что это все-таки элита, национальная элита. Да, там не столько образования, сколько там комплекс, конечно. Но если так говорить, тогда мы кого называем интеллигенцией? Вот это если само слово русское, там 19 век и так далее. А так элитой, кто это был элита? Вот этот крестьянин, который на сходе во время, помните, Дурышские сходы, там всякие...
Это была элита, то есть это очень интеллигентные люди. кого Это слушали? великие, Тот кого заслужил, слушали, которые много знали, который заслужил знали это, прецедент. да. То есть кто были вот эти народные... Поступки его знали и так Да, далее. репутация, биография, история. Он был, как это Лонгворд написал про нас там, да, про абхазов, про убыхов, говорит, меч на войне, речь на собрании и 40 столов несут гостеприимство. Вот три вещи, которые делают мужчину мужчиной. То есть человек, который все это имел, репутацию имел, и прошлое имел, очень важно, кто-то, это внук этого, да, у которого проблемы, да, это сын этого, который камбачку реченый или там коалиционный коммус. Поэтому эта репутация, это очень важно. Теперь по поводу, кого мы считаем элитой, это люди знающие, люди что-то видящие, да, с независимым мышлением. Вообще Арнольд Тойнби очень хорошо про это сказал. Он называет это творческое меньшинство. Каждый народ, вот термин «вызовы», вот, допустим, давайте про Абхазию, да, вот на этнос берем. Какой-то вызов, да, на война, что-то напали, что-то случилось, что какой-то вопрос надо решать политически. На вызов ответ дает всегда творческое меньшинство. Это люди с независимым мышлением, они могут по-другому, по-новому подойти. Это интеллектуалы, как правило, интеллектуалы. Самый Может блестящий быть, и пример привидцы. Владислав Григорьевич, Да. конечно. И что делает время? Когда вызов, время вытаскивает. То есть мы цепляемся за лучшего. И вот это и есть... Вот, Свои надежды связываем с ним на будущее. Вот так даже, скорее всего. Потому что мы всегда в рисках, всегда в каких-то угрозах. И осознать сегодняшние риски, как он аукнется завтра, это была как раз роль, наверное, таких людей. Ну, посмотрите, он же не на ровном месте тоже пришел. Конечно. Давайте просто посмотрим время. Вот мы говорим, что у нас была интеллигенция, да, то есть мы были в таких тисках, страшных сталинские периоды и так далее. Но у нас была вот эта элита, люди с независимым мышлением. Чтобы мы помнили, знали. Ну, допустим, берем щакрыловцев, да, там Константин Щакрыл, вот это письмо Дзидзари, а Тамара Патон, просто перед приходом Владислава, это даже до форума часть ОБНИ, фактически часть целого института. Это люди, работавшие в художественном училище, музеи работавшие, даже и в драмтеатре тоже, почему даже. То есть это люди Вот это и была вот эта интеллигенция, это творческое, но в это время оно созрело. Но бывают такие периоды, когда идет масса. Фактически вот эти люди, они тащат всю массу. Да. Если они смогут, они энергию народа, энергию массы, они берут, они взаимосвязаны. Но потом приходит как будто бы хорошее, полегчало, как будто бы хорошее время, уже вроде бы в них нет нужды. Я поэтому последние годы как-то говорила, пришел бы Владислав, голосовали бы вы за него сейчас? Да, я боюсь, сейчас что он вопрос мог бы стоит не о вопросе, там вопрос стоял о жизни и смерти. А мы всегда стояли между молотом и наковальней, поэтому мы всегда старались выбрать лучших, поставить впереди себя, лучших, потому что это был вопрос выживания. Мы не могли позволить себе роскошь необразованному человеку, не знающему языков и так далее, допустим, да? Понимаете? Но они тогда не уничтожали, ну да, в 30-х бывало, может быть. То есть понимание, что вот это здоровое ядро, или даже не здоровое, а вот эта ценность интеллигенции, его понимали, как-то оберегали все равно. Сейчас Потому же у что нас традиция оттуда интернет-каналы появились, которые могут похоронить любую репутацию. Давайте а потом тогда... посмотрите, подписки у них больше, чем у... Нет, давайте тогда по-другому скажем. Да. Вот эти интернет-каналы, то есть в обществе всегда есть люди с независимым мышлением, которые не поддаются общему психозу, которые могут трезво, могут найти новые выходы, новые пути. У нас есть такие люди. Вот для Ачуба был такой, допустим... Методы борьбы для с ними меня, улучшились. Вот это просто для меня, вот люди их всегда мало. Вот эти люди с независимым мышлением, которые не поддаются под общий гипноз, наркоз, хотела сказать, тоже можно посадить на иглу какую-нибудь там материальную. Кстати, обратите внимание, во все времена вот эта часть интеллигенции, она всегда сидела, ее подкармливала всегда власть, любая, неважно, СССРовская, другая. И во все времена
Вот те же и Тамара Ра, и другие, они воевали, вы думаете, с кем? В первую очередь со своими, которые против них выступали, ужасы говорили, клеветали на них. Это всегда было, будет, и сейчас тоже. Вот этих, очень часто вот эти сайты, они не абхазские, они за пределами Абхазии. Там сидят сами иноагенты, которые наводит тень на любого, чтобы не было авторитетов. Задача стоит такая, чтобы в народе не было авторитетов. Их не бывает в народе много, но их надо слушать. И если общество их не слушает, если время, они оказываются аутсайдерами, они оказываются в запасниках, тогда обществу грозит опасность. Да, но и причем это, ему это очень недорого обходится. Ему просто надо не читать это все. Как минимум. Может быть, и не читать. С другой стороны, в развитии всегда, вот тот же Томби говорил, есть потом приходит надлом, когда вот эти вдруг оказываются не так нужны. Ну, Владислав был бы жив, хорошо бы относились бы многие. Сколько мы умудрились написать и ужасов, и кто это делал. То есть бывает такой период, когда кажется, все хорошо. Я как-то спросила, вот этот пример хочу привести, спросила Екатерину Платоновну Лапсатабзеха. Я говорю: Екатерина Платоновна, вот вы убивались, воевали, вот вы письмо Сталину смертниками там подписали себе ужасную смерть, не просто смерть. И отец вас благословил, значит, это наша судьба и так далее. Вот 60-е годы, этих молодых юных ученых обзывают в деревнях, известные люди, памятники в городе до сих пор стоят, которые по селам ходили, ужасы, клеветали на них какие-то там девочки, такие-сякие. Так вот вы воевали, вы там, многие не здоровались. Когда Тамару Платон видели, переходили, те же ее многие, даже коллеги, переходили на другую сторону улицы. Так вот, вы, как диссиденты, убились, положили жизнь, добились, вот 4 журнала у нас будет, и все добились, вызывали ЦК, Москва, Тбилиси, всех смогли. 68-й год получилось, 78-й опять народ собрал, элита, все сделали. Что происходит? Почему через 10 лет вам приходится опять, как вот это, как Абрыскил, как Сизифов труд, вы опять это так катите наверх, и опять через 10 лет вам приходится заново. Она говорит: мы добиваемся, да, вот эта элита, она всегда добивается для всех хороших. Вот те все, против кого кто им мешал, они потом пользуются этими плодами. Потом они вначале не молчат. Вот мы победили в войне, мы что, никого не тронули, ни коллаборационистов, это вообще не преступники. Это Махагера, по абхазскому, это высшее преступление, как кровосмесительство, предательство Родины, это предательство народа, это высшее Махагера. Мы даже их не тронули. Но они вначале тихо-тихо молчат, потом тихо-тихо они объединяются. Вот эта сердце, она объединяется, оказывается наверху, все закрывает воздух, и жизнь всплывает наверх, да. Это народ начинает задыхаться, потом находятся эти люди, которые опять устраивают революцию. Получается, это наша судьба. Как до тебя здесь был Тенгиз Джопов, он как-то сказал, да. говорит, я не помню диалог, он говорит, ребенок спрашивает у отца, почему у плохих людей так много, они лучше организованы. Да, они мотивированы очень, потому что организация Ахица прекрасно помнит, что мы все время говорим, но мы сами не хотим власть. То есть и еще одна шутка, мы же должны иногда шутить. Мне очень нравится Алеша Деня, знают многие, Алексей убился, там, это был 78-й год, да, писатель, все потерял, со всех мест сняли, в революционном движении добились всего, телевидения, там и университет, все получили. Идет он без работы по проспекту, навстречу ему идет другой его знакомый друг. Говорит: ну что, говорит, вы воевали, а мы, говорит, получили. Он говорит: когда, говорит, крестьянин делает ограду, траву огораживает, говорит, это он не для того, чтобы самому кушать эту траву, говорит, это для своей скотины. Но это, извиняюсь, что потусхайкоп, но имеется в виду, это делается же не для себя. Какая политика будет сельскохозяйственная? Мы будем села спасать, сохранять себя? Это же не просто... Кстати, это же не просто село, это не просто экономика. А мое Министерство культуры чем должно? Совместными концертами? Какая-то страна приезжает, концерт проводит, спасибо, это наша культура. А моя культура, а книгу я то, что сказала, вот история культуры, даже 20 века. Света Курсая сейчас может с 2-3 сесть. История театра, история, не знаю, ансамбля, история. Хотя бы 20 век. У нас есть книга такая. Ну, ребята... Мы ресурс войны не использовали идеологически, я считаю, никак вообще. Практически ничего. Вот после каждой войны это давало импульс к развитию какой-то культуры, кино, литературы, спектаклей и так далее.
Но вот да, архив огромный у тебя есть, и мы там, слава богу, к юбилеям издавали фотоальбомы по войне. Ну, например, я всегда просто сам поражаюсь, почему до сих пор альбом твоих нет фотографий военных. Ну, Я не говорю, потому что ты здесь сидишь. Да. На самом деле это касается многих вещей. Мы же это тоже не то есть используем. это политика. Войну как импульс. Политику проводит кто? Министерство. Зачем я содержу эти институты? Почему все, что мы зарабатываем, мы тратим на содержание вот этого аппарата, который должен заниматься, проводить политику, делать не просто конкретно, а политику, что будет целеполагание, что будет через 10 лет, а куда мы идем. Вот эти, что... То есть вот еще раз, очень если коротко, вот то, что опять возвращаясь вот к Тонби, что мы должны делать, должны жить, должны двигаться. Вот он говорил, есть вызов, есть, это хорошо, что есть вызов, нет вызова, не будет народа. Мотивация. Мотивация, вызов. Ответ. Есть элита у тебя, которая дает ответ. Есть воины, которые могут защищать. Мы всегда, маленькая страна, мы всегда защищаемся, Есть потому крестьяне, что... которые прокормят тебя. И прокормят крестьяне, есть воины, как в Швейцарии. Да, какая у нас модель должна быть? Да. Нету швейцарской армии, вся Швейцария армия, Абхазия, нету абхазской армии, вся Абхазия должна быть армией. С чем занимались все, особенно дворяне, они вообще были свободны, они только занимались спортом, военные тренировки. То есть все были спортсмены, все были воины, и в том числе и женщины. То есть эта модель, это мы уже знаем эти технологии. То есть мы должны двигаться и понять, и сохранить идентичность, тогда у нас есть право на будущее. А что для этого делается, все уже придумано, все уже открыто, все сказано. Нужно садиться, Японцы смогли, разговаривать, китайцы смогли. дискутировать, общаться и вырабатывать какие-то правила. Как минимум не отказываться от всего того, что нас спасало, всегда выручало. То есть если нам вот просто скажем, устарело, нам не нужно это, допустим, уважение к традициям, знание древних этих, оно разве нам мешает? Религиозность разве нам мешает? Если в Абхазии веротерпимость, мы решили вопрос, вообще-то это человечество, да? Наша традиционная абхазская, традиционная этническая религия, которая когда-то была общекавказской, сохранилась у нас, там у шапсуга немножко, у осетин, она, благодаря ей, у нас нет фанатизма, у нас нет религиозных, у нас, как в абхазской традиционной религии говорит, Бог один, у него разные имена. То есть верь, кого хочешь, я тебя не заставляю верить в моего. Это национальная религия. Ну, свой пантеон есть. Да, тоже. при этом религиозность, представление о справедливости, о смерти, то есть там все заложено, все наше поведение, вся наши абхазские ценности, они связаны именно с абхазской религией. Если мы всего этого откажемся, надо каждому из нас милиционера представить. Если не Ипхащароп, я ничего не боюсь, я ничего не стесняюсь. А, кстати, вот это кодовое слово Ипхащароп общекавказское. Ее говорят и в Ереване, и на Кавказе, везде, в Абхазии. Мы уже меньше говорим. Мы когда-нибудь говорим, людей можем знать, Пхащаропа ангел работает, вот у этих, которые в телефоне сидят. То есть это были такие важные кодовые слова. Мы просто переходили на абхазский язык, и ты джохуна увел, потому что там другая речь, там другое, там другая деликатность, там другой этикет. Поэтому нам надо вот эти все, что касается и воинской культуры, и традиционализма, и коллективизм, который нас всегда спасал, и внутренние демократические институты, имеется в виду вот это и выборы. И мы могли всегда сказать, к царю обратиться на «ты», ну, хацка сказать, как к старшему. И на сходе в Лыхнах на суде сказали, ты не прав, царь проиграл, да, владетельный князь проиграл в суде там. Поэтому нам просто надо все эти институты и старших, и все, что возможно, абхазской этики, все сохранить. Не терять. Я не очень современная. То есть экологическая культура абхазская, она устарела. Благодаря той же религии, по абхазской традиционной религии, мы не цари природы, мы равноправная часть всех живых существ. И маленького ребенка с детства учили, это все живое. Это не ломай, это животное, это гунаха, это тут не делай. То есть разве эта веротерпимость не устарела? Уважение к старшему, к женщине, воинской культуре любой, к слабому, к детям всегда. Это разве устарело? Ничего не устарело. Демократические институты, сходы, собрания, право устарело? Концов, вот это вот идеально, ну, в нашем случае, который мы говорим, который должно быть государство, оно и соседям будет более полезным, чем сегодняшняя, допустим, Абхазия, вот такая непонятная, не знающая, чего хочет, и так далее, и так далее. Мы очень много вопросов задели. И... Ну, что делать дальше? Да. Что нам делать? Или формулы ясна, велосипед придумывать не надо. Первое – это знание. Мы должны как-то это знание передать.
передать через семью, через детей, через семью, через школу. Через семью почему не получается? Потому что уже нет этих 3 поколения, дедушки, прабабушки с В одном внуками. доме, да. Молодая мама, 20-летняя, сама не носитель уже ни языка, ни культуры. Поэтому не надо бояться Апсвара. Апсвара – это религиозная этическая система. Она просто этнически окрашена, называется Апсвара. Она, по сути, по стержню Апсвара – это ауэра. Ауэра универсальна, быть человечным. Поэтому даже и туризма у нас не будет, если мы бросим это. Ауэра, наша гуманность, наша человечность, наша тактичность, наш отдыхающий. Один из пунктов, почему отдыхающий туда идет, не только потому, что там природные, исторические памятники, климат, море, дороги хорошие или медицина, а там еще как люди к тебе относятся. Да, вот представьте себе, как наши бабушки относились, да, как они разговаривали, как старшие, да, они тебя провели бы куда надо. Я уже не говорю про институт, сейчас начали говорить, да, индустрия гостеприимства. Я говорю, просто будем абхазами, все у нас есть и будет. Поэтому нам надо и в школы вводить тоже. Раз мы по-другому передать не можем, раз этот ребенок в селе, не в селе даже, он не растет в этом, недостаточно семьи и школы. Надо в социуме. Хорошо, ты закончил школу. В каком обществе? Мы там соблюдаем вот эти институты. То есть мне очень понравилось, вот то, это что ты сказала, все. даже в названиях министерств, может, есть смысл подумать, как их назвать правильно с абхазской точки зрения. Я имею в виду этимологию слов. И в конце концов, тот же интернет, тот же искусственный интеллект, его можно использовать для обучения языка, потому что у нас есть проблемы с методикой преподавания, обучения языка. Есть большие проблемы, там и архаизация, и там многих моментов есть. И надо использовать, а мы очень всегда были адаптивны. И это, собственно говоря, был один из способов нашего выживания. То, что касается, вот я сказала, мы были очень консервативны в том, что касалось духовности, и жизнь показывает, что эти знания были, это не прошлое, это будущее. Вот эмпатия, просто пример привожу, абхазы очень важна ханшавара, эмпатия. Абхазы были аллоцентричны. Вот эти старики, почему 100 лет жили, когда их изучали, они аллоцентричны, не эгоцентричны, не я центр, центр вы, центр ты. В результате, как в Японии, получается вот эта японская ама, когда нам всем комфортно, потому что ты думаешь о нем, он об другом, и мы друг о друге, и всем тут хорошо, и всем комфортно, и всем хочется жить. Хорошая, да. А как мы изменились, вы просто посмотрите, даже архитектура, это же не просто материальная культура. Материальная культура отражает наше духовное. Посмотрите, как мы раньше были абхазский двор, просто пример. Абхазский двор, открытый вот этот завод, ты видишь вот этот открытую как ладонь, да, это красивую лужайку перед домом. Даже когда они разрешали земли иметь, да, собственности в Советском, вместо того, чтобы там пахать, они делали вот эту лужайку. В том числе, я к чему говорю, а сейчас что мы строим? Мы закрываемся, мы начали строить крепости от соседей, огромные крепости. Мы могли бы 3 дома вместо 3 домов, мы строим вот это. Что мы делаем? Мы закрываемся друг от друга. Что мы там прячем? Чего мы там боимся? Что эта стена меня защитит? Нет. Почему я отгораживаюсь? Мы начали. То есть это отражение. Поэтому для абхазов именно все, что касалось мировосприятия, религии, традиции, культуры, все, что касалось духовной культуры, было более-менее консервативное. Оно было очень живучее, оно нам помогало переживать стрессы. Это же хорошо, когда тебя поддерживают. Да. Если смерть, это самый страшный стресс. Но то, что касается материального, мы очень многое брали. Мы все брали, мы были открыты. Когда надо было, мы закрывались слишком много, когда при разведчике, фактически это все, кто путешественники, это были разведчики. Когда он слишком много троп выучивал, его старались от него избавиться. Но в смысле технологий мы всегда принимали, мы были всегда впереди. Вот это сакральное зерно, вот этот институт табу, его можно пересматривать. Да, это все, да, это надо перенести, это надо сохранить и перенести дальше. Без всего остального... То есть мы не можем новый компьютер придумать, мы не можем самолет придумать, но свою ценность для цивилизации мы будем представлять, если сохраним вот эти сакральные, вековые. В том числе и демократические институты, в котором мы впереди. Права детей у нас больше прав. Да. Права женщин у нас Европа такого ничего не имела никогда. В 20 веке в середине начали право голоса ей давать. Да. То есть очень много у нас есть, но для этого надо ее знать, понимать и осознанно ценить. То есть, когда ты понял, ты тогда только оценишь. Если я не знаю, как я буду считать, что это хорошо. Вот на этой оптимистичной ноте, наверное, будем заканчивать. Это получится, скорее всего, 2 части у нас передачи. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, мы еще
должны просто, обязаны встретиться, потому что мы столько еще... По конкретным темам. Да, Узким, более узко. конкретным узким темам, потому что, ну, я Обо думаю, всем. это должно и на абхазском телевидении быть, там, на базе, то есть на больших каналах, где это будет вся нация смотреть, может посмотреть, они там, как мы, которые где-то в Ютубе выходим, где-то... Да, в любом случае надо выкладываем говорить, это мы же никто не сильно последней Да. станции. Хахшу и лахцару. Вначале было слово, и тут я с этим согласен. Любую проблему надо решать с того, что ее надо обсуждать. Спасибо тебе большое, спасибо, что ты пришла, спасибо, что ты работаешь, не теряешь оптимизма, и очень многие и обучаешь, и пишешь, и... Но тебя мало на экранах, тебя должно быть больше. Спасибо. Спасибо.